Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Как решится ваша сложная ситуация? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, на свою ситуацию. И если высшие силы позволят, дадут мне такую информацию, я обязательно вам ее озвучу. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вы у меня все разные, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, первая ситуация, она как-то связана с деньгами, с материальным. Нехватка денег, долги, какой-то низкий уровень жизни. Хочется заплатить долги, избавиться от долгов, хочется пожить лучше. Качество жизни, чтобы у вас было лучше, лучшие условия, лучшие возможности. Знаете, как будто бы вы устали нести на себе какое-то бремя бедности, нужды, лишений, опять же, этих долговых обременений. Для женщины идет образ мужчины. Грубо говоря, мужчина щедрый, он за все платит. Либо мужчина, который не только за вас возьмет ответственность, но и за ваши, например, долги. Вижу человека, который готов вот именно платить, он готов. Платить, деньги давать, отдавать, выдавать, дарить, вас деньгами обсыпать. Такой мужчина. Мужчина, кстати, у вас как будто бы за дверью стоит. То есть с этим мужчиной вам совсем скоро предстоит познакомиться. Честно скажу, здесь мужчина не настолько красив, насколько он богат. Может быть, внешне вам он как-то не очень зайдет, понравится, но при этом его щедрость вас покорит. Человек готов платить. Опять же, у кого-то еще отыграться может, что это совершенно не про любовь, а мужчина, например, он филантроп, меценат, спонсор, опять же таки, может быть. Не обязательно любить его, либо выходить за него замуж, либо быть его возлюбленной. Он и так может денег дать. Мужчина за дверью стоит. То есть скоро произойдет знакомство. И если вы того пожелаете, то этот мужчина может решить ваш финансовый вопрос. И еще, если вы мужчина и у вас проблемы с деньгами, то вы свои эти проблемы решите сами. Здесь будут даны вам шансы и возможности заработать, причем заработать много. Но работать придется много и тяжело, вот честно вам говорю. Работать много и тяжело. Может быть, куда-то поехать на работу, на заработки. Может быть, какую-то новую профессию освоить. Но вот вижу, что вы какой-то промежуток времени работаете много и тяжело, зарабатываете очень хорошие деньги, закрываете, например, свои какие-то вопросы, долговые вопросы, долговые обременения. И потом, когда ситуация у вас выравнивается, у вас уже с работой тоже вопрос решается. То есть то ли вы на повышение идете, уже не нужно столько много тяжело физически работать, то ли вы еще что-то попутно находите, как переходите, может быть, на другую работу. Мужчинам, конечно, посложнее, женщинам попроще. Так, кстати, по поводу работы. Здесь явно человек выглядывает работу, ищет, где бы ему поработать. Вопрос, либо чем мне заняться, где себя найти, в чем применить, либо, в принципе, ищу любую работу. Здесь вопрос решится чуть попозже. Я так понимаю, в следующем месяце решится вопрос, либо начнет решаться в следующем месяце. Вам кто-то будет давать советы, либо вас кто-то будет куда-то кому-то рекомендовать. Но вижу, что в вашей среде
такой человек либо есть, либо появится. И этот человек будет вам помогать, причем помогать очень активно. И это очень даже и неплохо. Благодаря этому человеку вы найдете очень неплохое место. Найдете место. Если речь идет о том, чтобы открыть свой бизнес, работать сам на себя, у вас в голове уже есть идея. Дело за малым, брать и реализовывать эту идею. У вас все для этого есть. Ну, самое необходимое уже для этого есть. Просто вы сами себя как немножко сдерживаете, останавливаете. Какая-то неуверенность у вас, неуверенность в себе, неуверенность в том, что получится. Ну, пока не попробуете, вы не узнаете. Идеи у вас чудесные, очень перспективные. Просто нужно брать и делать. И ничего не ждать, никого не ждать. Брать и делать. Это все, что касается бизнеса. Так, здесь проблемы во взаимоотношениях. Мужчина и женщина постоянно ссорятся, ругаются. И отношения, они не развиваются, а наоборот деградируют. Да? Вот все хуже и хуже становится. Хотя люди друг друга очень сильно любят, они друг к другу повернуты, они друг к другу тянутся, но все равно, чем ближе вы друг к другу, тем сильнее вот какой-то эффект отторжения идет. Причиной этому образ женщины. Женщина, которая мужчину хочет себе. Она на него смотрит, и она на него как влияет. Может быть, привороты делает, может быть, психологически как-то воздействует на него. Опять же, вас раздражает. Женщина. Может быть, мама ревнивая, может быть, соперница, может быть, какая-то бывшая. Да? Вот есть, она между вами стоит и на мужчину воздействует. Девушки мои хорошие, что сказать? Вопрос этот решаемый. Любовь ваша сильная, настоящая. И, кстати, да, любовь творит чудеса. Сила любви, она способна победить любое зло, любую магию. Вопрос в средствах и во времени. Здесь либо нужно к семейному психологу походить, либо вам нужно защиту поставить и на себя, и на мужчину, и на вашу любовь. Нужно немножко заморочиться, и вы силой своей любви этот вопрос решите, да, эту ситуацию решите. Вы же понимаете, если вы расстанетесь, то и вам, и ему тоже будет плохо. Будет очень плохо, и вы будете жалеть, что вы ничего не сделали для того, чтобы отношения сохранить. Либо мало делали, мало, недостаточно. Неужели вы так легко сдадитесь? Неужели так легко отдадите этой женщине мужчину? Она его погубит. Она его погубит. С ней он будет абсолютно несчастным. Надо что-то делать, девочки. Хватит обижаться, хватит вот это в позе стоять. Надо что-то делать. За любовь свою бороться надо. Тем более, как я понимаю, что вы эту женщину знаете, либо, по крайней мере, догадываетесь, кто она. Да, вы правы, это именно та, о ком вы подумали. Она у вас перед глазами, она есть в вашей голове. Вы ее знаете. И надо с ней бороться. Бороться ее же методами. Она воздействует на мужчину, там что-то ему рассказывает, на что-то его уговаривает. Вы его в охапку и к психологу семейному. Либо она ему там что-то подливает, подмешивает, магичит на него. Вы раз оберегами закрылись, молитвенным щитом закрылись, и все. Пусть попробуют пробить молитвенный щит. У кого получится, ни у кого не получится. Если молитва от сердца, если молитва с любовью, то ни у кого не получится ее пробить. Ну, если уж прям совсем сомневаетесь, идите к проверенному эзотерику. Я думаю, что вам хорошие советы дадут, либо очень хорошую помощь окажут. Здесь сама по себе ситуация в ваших руках. Вы понимаете, в ваших руках цветочек в состоянии бутона. И от вас только зависит, зацветет этот цветочек, либо так и бутоном и останется. Понимаете? У вас в руках, не у мужчины. Мужчина здесь вообще ничего не решает. Здесь все решаете вы, ну и отчасти вот эта женщина, которая воздействует. С ней надо разобраться ее же методами. И вообще надо, кстати, себя защищать и любовь свою защищать. Так, еще вижу, что с вами очень плохо поступили, несправедливо, подло, мерзко, гадко.
обидели вас очень сильно. Здесь обида сильнейшая чувствуется у вас на душе, на сердце, в голове постоянно вы прокручиваете все эти события, ситуации. Сейчас я вам такую вещь скажу, но она вам точно не понравится, но я все равно скажу, потому что именно такая информация здесь вышла. То, что с вами произошло, это было уроком, который вы прошли. Просто вы еще это не поняли, либо не до конца усвоили. Это был урок. Урок, конечно, очень жестокий, жесткий. И лучше без таких уроков, конечно, в жизни обходиться. Но это был ваш урок, и вы его прошли. Те люди, которые поступили с вами плохо, но это учителя. Учителя, вам не злиться на них нужно, а поблагодарить. Поблагодарить за злобу, за жестокость, за предательство, за вот такое скверное отношение, поведение. Найдите в себе силы абстрагироваться от этой ситуации, посмотреть под другим углом, извлечь этот урок, вот понять, что вам хотели этим уроком донести. Ведь я вижу, ну вот что-то вы тоже какой-то промах допустили. Вот извлеките ценность этого урока и постарайтесь этих людей и простить, и отпустить. Вам сразу же полегчает, и за прохождение этого урока, за полное прохождение этого урока вы еще какой-то подарок от высших сил получите. Что-то очень приятное и доброе с вами случится. Но я вам объяснила, да, сначала нужно понять, что это был урок, простить и отпустить своих учителей, да, еще и поблагодарить их. И все, дальше пойдете по жизни, и больше таких ситуаций у вас точно не повторится. Если вы не поймете, в чем был урок, если вы так и будете обижаться, вот это в голове прокручивать, то ситуация может еще раз повториться. Не дай бог, конечно, да, но она будет повторяться, пока вы не поймете, чему хотели научить. Чему хотели научить, где вы были неправы, где вы дали слабину. Вот просто посидите, подумайте, хотите на бумажечке это все выпишите, абстрагируйтесь. Представьте, что это было не с вами, а с кем-то другим. Поставьте все плюсы и минусы, поймите, что хотели донести, отпустите, простите и зла не имейте. Поверьте, урок будет пройден. Вижу, что вы обижаетесь на судьбу, но у других людей еще сложнее и намного жестче уроки бывают. Вам еще повезло на самом-то деле. Так что, мои хорошие, поработайте, постарайтесь, и урок будет пройден, вы еще и награду получите. Да, есть у меня человек, который хочет то ли уехать, то ли чтобы кто-то к нему приехал. Уехать, приехать. Что-то мешает, либо средств не хватает. Но здесь вам переживать не надо, здесь вопрос уже решенный, здесь время, все решает время. Смотрите, вам по судьбе уехать туда, куда вы хотите, либо по судьбе, чтобы к вам кто-то приехал. Но это произойдет немножко позже. Сейчас не те условия, не те возможности. Пока это выглядит все очень, знаете, как сыро, несовершенно. И вот как будто бы чего-то не хватает. Нужно немножко просто подождать. Здесь вопрос сам собой решится, делать ничего не надо. Просто нужно набраться терпения и немножечко подождать. Дальше. Личная жизнь. У кого-то личная жизнь — это просто пустота, дыра, боль. Личная жизнь. Человек страдает от одиночества, хотя, может быть, до конца это и не признает, не позволяет себе это признать. Вот. Какая-то безвыходная, тупиковая ситуация, когда человек один. Ну, либо здесь вдова, вдовец, либо человек, который, ну, как-то пострадал очень сильно в личной жизни, и теперь вроде как и хочется, да, быть с кем-то рядом. Ну, там, тепло, любовь, нежность, забота. Но, с другой стороны, вы боитесь, что опять вам достанется не любовь, а мука. Так, ну, во-первых, я вижу, что есть человек, который готов прям хоть завтра под венец с вами вместе пойти. Человек, которого вы знаете, который давно рядом с вами. Человек, который либо признался вам в своих чувствах, либо, ну, готов признаться, но вы, ну, может быть, чувствуете и не позволяете. Либо так на него смотрите, что ему страшно вам признаваться в своих чувствах.
Во-первых, есть, да, один уже есть. И еще один у вас чуть позже появится. Чуть позже появится. Тот, кто появится чуть-чуть попозже, он, конечно, крутой, либо крутая, если смотрит меня мужчина, человек, который какие-то прям перемены принесет в вашу жизнь. И вообще кардинально может поменять вашу жизнь. Придет такое время, когда у вас будет сразу 2 жениха, либо 2 невесты. Ну, если смотрит меня мужчина. Хорошее время, хорошее время. Оба будут очень стараться, и каждый, конечно, будет пытаться вас повернуть в свою сторону. У вас, кстати, жизнь преобразится, да и вы преобразитесь в этот момент. Нет, личная жизнь у вас точно устроится. Девочки мои хорошие, мамы, если за дочку свою переживаете, за ее личную жизнь, на ней с глаз. На ней с глаз, тут вот 100%. Надо с глаз снять, и тогда женихи просто в очередь к вашей девочке выстроятся. Если вы переживаете за сына, то у сына его женщина, она где-то далеко от него находится. Далеко. Кстати, девушка очень хорошая. Хорошая, и к вам она будет очень добра. Вас она прям всем сердцем, всей душой полюбит. Но она где-то далеко сейчас находится. Далеко. Может быть, даже как в другой стране находится. Может быть, где-то учится. Может быть, где-то далеко работает. Ну, очень хорошая, приличная, такая тихая, спокойная. И вот к вам она прям сердцем потянется. Не отталкивайте ее, она вам станет как дочь, если не будете ее отталкивать. Ну, и все бывает, да, можно там и приревновать. Вот, не ревнуйте, она хорошая. Она хорошая. А та женщина, с кем сейчас ваш сын, там, то ли встречается, то ли что-то у них там мутят, крутят, мутят. Нет, он с ней надолго не останется. Нет. Нет, он там сам с ней как-то разберется. В общем, расстанутся. Они расстанутся, а вы уже там через какое-то время только лишь об этом узнаете. Вижу женщину, которая постоянно болеет. Болеет часто, болеет тяжело, проблематично, последствия какие-то есть. И как вылечиться не может. Либо одно вылечивает, другое начинает болеть. Но просто какой-то замкнутый адский круг боли и болезни. Микстур, пилюль, уколов и прочего. Вы уже все больнички обошли, вы уже всех докторов знаете, всех специалистов, все обследования, исследования прошли, да, а все и ныне там, да, ничего не меняется. Но смотрите, с одной стороны, это очень плохо, то, что вы болеете, и я вижу, что болеете уже давненько болеете, уже устали болеть. А с другой стороны, я вижу, что дар у вас есть, дар целителя. И вам, чтобы открыть этот дар, вы сначала сами себя должны исцелить, а потом уже будете целить других людей. Да, это именно так и работает. Ну вот вижу, что дар целителя, вот как ни крути, в руках у вас луна, ну в руках целитель, вы целитель. Вы целитель, себя должны исцелить, а дальше уже и других будете исцелять. Это не фильм, да, это не шоу-программа по телевидению, это жизнь. Потому что в жизни оно так и бывает. В жизни, да, всегда так и идет. Человек должен сам сначала это пережить, побывать в этой шкуре, да, потом уже исцеляться и целить других. Вот и у вас дар идет. У вас, скорее всего, кто-то в роду тоже целительством занимался. 100% кто-то занимался, и вот, пожалуйста. Вы долго это отрицали, либо долго от этого убегали, и вот оно таким образом вас настигает. Бояться этого не надо. Заглядывайте почаще внутрь себя. Все ответы, все подсказки, все рецепты у вас в голове. Это точно. Это точно. Так, с правой стороны. Жилищный вопрос какой-то, с жильем. Жилье. Вижу у вас, смотрите, временно, а потом постоянно. Как 2 этапа. Один временный, другой постоянный. Но жилье у вас точно, крыша над головой у вас точно будет. Сначала где-то временно вы проживаете, либо какое-то время проживаете, не в своем какое-то время. А потом у вас уже постоянное свое жилье. Ну, дом, место, да, квартира, которую вы называете своим. Ну вот идет.
Не показывает откуда и как, но показывает, что будет. Точно будет. Так, проблема с зачатием у кого-то есть. Проблема с зачатием. Ну, во-первых, слишком много страхов и ненужного в голове. Абсолютно ненужного. И прям там каша какая-то происходит у вас в голове. И второй момент. Всему свое время. Так и передает. Всему свое время. Ребенок будет. Кстати, может, даже и не один будет. Там несколько детей могут родиться либо одновременно, либо со временем. Сначала один, потом еще один. И еще может быть один. Но сейчас из-за каких-то обстоятельств, внешних либо внутренних, не получается. Не получается. У вас очень сильный материнский инстинкт. Очень сильный. И вы очень мнительный человек, переживательный. Может быть, в жизни какие-то есть проблемки, что-то нерешенное есть, либо что-то беспокоящее вас есть. И пока вот оно не решится, пока вы с этим не разберетесь, беременности не будет. Но опять же, еще фактор времени выходит. То есть, возможно, еще не время вам рожать. Просто не время беременеть и рожать. Даже если вы проходите какие-то процедуры, например. Будет ребенок, дети будут. Это точно показали. Так, здесь у меня кто-то надеется на удачу, либо призывает удачу в свою жизнь. Мои хорошие, так это не работает. Так это не работает. Удача в вашей жизни обязательно будет, но немножечко в другое время, либо при других обстоятельствах. Удача придет ровно в тот момент, когда, кроме удачи, ничего не поможет, да, либо никаких других шансов, вариантов больше нет, только лишь удача. Но удача придет, большая удача придет. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Спасибо вам всем за внимание. Всем пока-пока.